Поселок почтенного возраста Чульман. Названием своим обязан одноименной реке, а появлением на карте тем людям, которые пришли на эту богатую землю очень давно. Южную Якутию залихорадило в начале 20-х годов прошлого века, когда на ключе Незаметной было открыто месторождение золота. Позднее здесь вырос город Алдан. Чульман же впервые был упомянут в официальных документах как населенный пункт в 1926 году. Тогда он представлял собой зимовье с населением 19 человек. В это же время на реке была создана специальная застава ОГПУ для борьбы с контрабандой. Однако настоящее строительство поселка началось спустя 3 года. И связано это было прежде всего с сооружением и вводом в эксплуатацию автодороги от Амура до Якутска через Алдан. Обслуживание Аяма являлось главным предназначением Чульмана. Недаром первым поселкообразующим предприятием стала автобаза «Аям-Золото-Транс». Автомобильная отрасль в Чульмане оставалась приоритетной еще более 20 лет. Поселок уже стал районным центром, когда геологи открыли здесь мощные угольные пласты. Обнаружили крупные месторождения железа, слюды, золота, флугопита и других полезных ископаемых. В связи с этим в 1952 году была создана Южно-Якутская комплексная экспедиция с базой в Чульмане. Перспектива развития черной металлургии становилась все более очевидной, однако это требовало гораздо больших энергетических затрат. Было принято решение строить на базе чульманских и нерюнгринских углей электростанцию. В 1957 году Министерство цветной металлургии СССР утвердило проектное задание на строительство Чульманской ГРЭС мощностью 26 500 киловатт. Строительство станции было начато чульманским СМУ-3 «Треста Якут-Золото», начальник Леньков Василий Григорьевич. Затем работу продолжила СМУ «Треста Вилюйгэсстрой». Заканчивалось строительство Нерюнгри-ГРЭС-строем. Монтаж технологического оборудования осуществлял Дальэнергомонтаж. На этой стройке трудились люди из разных уголков страны – Ростова, Дальнего Востока, Якутска, Якакута, Чульмана. Первым директором еще строящейся ЦЭС стал Воронин Алексей Евлампиевич, который проработал в этой должности с 1958 по 1960 год. В настоящее время он, как и многие первостроители-ветераны станции, проживает в Чульмане. Непосредственно к строительству приступили в январе 1959 года. Учитывая, что в план народного хозяйства строительство электростанции не было включено, строительство началось хозяйственным способом. Следовательно, очень трудно было, не было техники, не было жилья, не хватало материалов, отсутствовала связь в поселке Чульман, и слабое было электроснабжение. Мощность локомобильных электростанций здесь, в поселке Чульман, была 1 мегаватт. Ну, конечно, этой мощности не хватало, поэтому первое время со строительством было очень и очень тяжело. В период строительства была проделана огромная работа по подготовке кадров. Поступали сотни заявлений со всех концов Советского Союза с предложениями работать на электростанции. Все эти заявления внимательно рассматривались и делались соответствующие, значит, приглашения на работу. Очень много, большую помощь оказали общественные организации поселка Чульман, райком партии. Было принято решение не чинить препятствия людям, которые работали на предприятиях поселка Чульман, если они пожелали перейти на Чульманскую станцию. Общественные организации проводили субботники, воскресники, то есть весь поселок строил станцию. Уже в декабре 1962 года первый энергоблок выдал промышленный ток. Станция начала работать. В это время ее коллектив возглавлял ветеран энергетики Южной Якутии Яценко Владимир Тимофеевич. Он посвятил Чульманской ГРЭС 12 лет своей жизни. Под его руководством было сделано очень много и для станции, и для поселка в целом. Развивающийся регион требовал больших энергетических затрат, поэтому до конца 60-х годов были сданы в эксплуатацию еще 4 энергоблока.
Таким образом, установленная мощность ГРЭС возросла до 60 тысяч киловатт. Чульман тоже заметно преобразился. В это время здесь появился первый благоустроенный 48-квартирный дом, и он был построен именно энергетиками. Поистине кульминационный момент в биографии Чульманской ГРЭС настал с началом строительства БАМа, города Нерюнгри и обогатительной фабрики. Ведь в то время станция была единственным производителем электроэнергии на весь регион, в который входил тогда и Золотой Алтан. Сибирское отделение в НИПИ «Энергопром» выполнило проект на расширение, и мощность станции достигла 84 тысяч киловатт. Это было действительно нелегкое время, когда не только оборудование работало на пределе, но и люди, проявляя настоящий профессионализм, ответственность и преданность делу. Большую роль в становлении современной энергобазы Южной Якутии сыграл директор Чульманской ГРЭС Крылов Александр Валентинович. Решение многих вопросов социального развития на станции – его несомненная заслуга. В дальнейшем пост директора занял Макаров Сергей Иванович. Под его руководством в поселке был построен замечательный спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, бильярдной, сауной. Выросли многоэтажные дома, которые и сегодня украшают Чульман. В 1985 году, после пуска первого энергоблока Нерюнгринской ГРЭС, на электростанции Чульмана произошло перепрофилирование на выработку тепла. Начался поэтапный демонтаж турбоагрегата. После реорганизации Чульманская ГРЭС была переименована в ТЭЦ, как цех Нерюнгринской ГРЭС. Задачи, поставленные перед ней, тоже изменились. Электроснабжение Чульмана, горнодобывающей промышленности Алданского района и теплоснабжение промышленных предприятий и жилого фонда поселка. Если в 70-е годы коллектив станции насчитывал более 600 человек, то сегодня эта цифра сократилась вдвое. Несмотря на это, ТЭЦ остается основным стабильно работающим предприятием Чульмана, обеспечивающим поселок не только теплом, но и рабочими местами. Отметим, что профессия энергетика здесь по-прежнему престижна. Сегодня директором ТЭЦ является Князев Сергей Вадимович. Энергетик не в первом поколении. И вообще за 40 лет работы на предприятии сложились целые семейные трудовые династии. Самой многочисленной из них, пожалуй, можно назвать династию Соболевых. Идет она от деда Иннокентия Гавриловича, старейшего энергетика, который начал работать еще в 30-х годах на Семигдарской ЦЭС. Династию составляют 2 сына, 2 дочери, 2 зятя и внук. А общий трудовой стаж семьи Соболевых – 170 лет. Есть на Чульманской ТЭЦ и другие не менее достойные семейные династии. Заусаевых от деда Вениамина Алексеевича до внука, Рудых, Шадриных, Алюлис, Колбиных. Так что преемственность поколений налицо. Достояние любого предприятия – его коллектив. Чульманская ТЭЦ может по праву гордиться своими работниками и ветеранами, проработавшими здесь со дня основания станции, и молодежью, пришедшей значительно позднее, но проявляющей не меньший профессионализм и знание своего дела. Для многих специалистов работа на Чульманском предприятии стала своеобразным трамплином. Среди них есть те, кто ныне занимает руководящие должности на крупных российских станциях. Среди работников Чульманской ТЭЦ немало обладателей почетных званий и наград. Зазыкин Федор Иванович – заслуженный работник народного хозяйства Якутии. Воеводин Сергей Тимофеевич имеет сразу 2 звания – почетный энергетик и заслуженный энергетик Республики Саха-Якутия. Обладателями звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» являются Долина Галина Мартыновна, бывший машинист паровых турбин, и Слепцов Митрофан Митрофанович, бывший начальник котлотурбинного цеха. Звание «Заслуженный работник Минтопэнерго России» имеют Князев Вадим Иванович, Мещихин Юрий Васильевич, Заусаев Вениамин Алексеевич, Шадрина Людмила Петровна, Серегин Анатолий Демьянович, Шадрин Юрий Гаврилович. Кроме того, многие специалисты Чульманской станции и пенсионеры, и работающие на предприятии сегодня в разные годы становились почетными энергетиками, а также ветеранами энергетики и энергостроительства. Ветераны Чульманской станции, которые были не просто свидетелями возведения ГРЭС, но и непосредственными участниками этого масштабного строительства, не забыты и сегодня. Юбилей старейшей станции Нерюнгринского района – прежде всего их праздник. Работать я сюда пришла в 1960 году, еще строящаяся была. И в это время, когда мы работали, мы ходили, вот станция строилась, к Викташихину. Он нас учил,
теоретический, еще практически показать было нечего. Но потом, когда станцию построили, еще ее не пустили, мы все встали, на что мы учились. Я на деоратора училась. Вот к Евгению Федоровичу в смену я и пришла. До пуска станции работала в дизельном цехе. Также вырабатывали электроэнергию в Южно-Якутской. Когда уже построилась станция, мне манула ошибка суда. Я училась, ходила к Радучеву, выезжала с работы на машинах. Научилась. Пришла на питательные насосы работать. Приехала в Шарловогорский ТЭЦ, Считаэнерго. 6 лет там работала. Сначала машинистом турбин, потом старшим работала машинистом. Муж приехал сюда раньше меня, месяца на 4. Потом меня вызвал. Говорит, здесь станцию строят, приезжай работать. Приехал за мной, и вот я приехала 29 сентября 1962 года. Сначала поставили меня вниз обходчиком, но недели 2, наверное, я там работала. Потом поставили на деораторе, это еще до пуска. На деораторах поработала, и потом поставили на турбину. Смена была очень сплочена. Машинистом стоял Евгений Федорович. Все поглядывала на него, когда он даст команду. Пуску было все готово. Последовала команда, как на хорошем военном крейсере, стоять по местам. Это значит, были расстановлены люди у пускового механизма, в ГПЗ, на деораторе, в циркнасосах питательных всех. То есть был ответственный и радостный момент для коллектива, который мы осуществляли. И вот толкнули ротор. С этой минуты коллектив начал испытательное занятия с турбиной, испытали автоматы, испытали защиту, испытали вибрацию. Турбогенератор, надо сказать, был подготовлен, смонтирован и отлажен на 5. Хотя были, конечно, потом доладки, разные мелкие устранения, но самое главное, что вибрация была отлично, с оценкой принята, и другие параметры. Это вот наша смена первая запускала. Мы работали. И вручную эти деораторы, мы все это, я крутила, очень было тяжело бегать то кверху, то вниз, всю смену, пока они регулировали это все. Проработала в турбинном 2 года. Потом, по возможности начальства, меня перевели в котельный цех машинистом на машины. Тут я стала очень богатая. Машин было много, и вентиляторы, и дымососа, и мельницы. Тут я уже стала богаче всех. Любила свои машины, как детей. Слушала, когда какой звук сменится, какая температура поднимется, добавить водички или масла. Коллектив очень был у нас дружный. Многих, правда, нет с нами. К сожалению, многие уехали, многие умерли. Но вот мы, оставшиеся здесь, передали эстафету своим детям, внукам, которые сейчас работают, а мы вот сейчас только вспоминаем бывшие дни. В коллективе электростанции за долгие годы ее существования сложились добрые трудовые традиции. Энергетики Чульмана всегда умели грамотно и ответственно работать, но отдыхать тоже не разучились. По-прежнему в почете спорт и художественная самодеятельность. Отметим, что спортивная база ТЭЦ на сегодняшний день самая лучшая в поселке. Практически все соревнования в Чульмане проводятся на ее площадке. Торжественный вечер, посвященный юбилею станции, прошел 12 декабря в Доме культуры поселка Чульман. Прозвучало немало теплых слов и пожеланий. И, конечно же, была отмечена та роль, которую сыграли все поколения Чульманской ТЭЦ не только в развитии энергетического комплекса края, но и становлении экономики республики в целом. Было зачитано приветственное письмо от Якутскэнерго. Поздравить коллектив приехали бывшие работники станции из разных регионов России, руководство города и поселка, директор Неренгвинской ГРЭС Тарасов Олег Владимирович.
Дорогие ветераны, уважаемые работники Чульманской ГРЭС, от всей души поздравляю вас с юбилеем нашей станции. 40 лет назад, 4 ноября 1962 года, был введен в эксплуатацию первый агрегат на Чульманской ГРЭС. С этого дня начался отсчет времени эксплуатации нашей станции в условиях крайнего севера, неся тепло и свет людям. Разрешите выразить слова благодарности всем строителям, кто принимал участие в строительстве станции, всему нашему персоналу, кто в свое время работал, находится сейчас на заслуженном отдыхе, и кто продолжает нести свою трудовую вахту. Сказать им огромное спасибо. Желаю вам крепкого здоровья, безаварийной и стабильной работы, чистого неба, счастья и семейного благополучия. С праздником вас, уважаемые энергетики!